Одним из самых захватывающих мероприятий на международных интеллектуальных играх является выставка проектно-исследовательских работ Милсет Восток Экспо Сайенс. Сегодня мы с вами вместе познакомимся с ребятами, которые представляют нашу республику. Восток Экспо Сайенс – это не соревновательное мероприятие в формате открытой интерактивной стендовой презентации проектов, дающей возможность участникам представить свою работу совершенно разной аудитории – экспертам, посетителям и даже школьникам младшего возраста. Более 150 ребят из Бразилии, Италии, Казахстана, Мексики, Москвы, а также нашей с вами республики представят проекты этим летом в Якутске. Ученики СУНС СФУ Павел Степанов и Эрик Васильев представят нашу республику на этой выставке. Что из себя представляет твой проект, который ты будешь защищать на выставке Милсет? Я занимаюсь разработками 3D-моделей зданий, которые имеют лучшее качество, чем, например, у компаний, которые занимаются разработками целого города, например, как 2GIS. Программа моя, на которой я работаю, SketchUp. SketchUp – это программа, которая имеет более углубленный уклон на архитектуру. Я больше всего ожидаю, что я приму хорошее участие и познакомлюсь с детьми, у которых тоже есть очень хорошие проекты. В будущем я собираюсь стать инженером-архитектором, и так как я занимаюсь на программе 3D-моделирования, думаю, что она поможет в будущем. Год назад открылся Кванториум, а до этого я занимался в Малой академии наук в Ленинском краю. Там проходили разные школы, в том числе ГИС, лаборатория при Михаиле Михайловиче. Там я уже занимаюсь, как уже говорится, 4 года. Мой нынешний проект – это изучение пожароопасных территорий на примере Центральной Якутии, используя технологии ГИС и ДДЗ. То есть я сравнил территорию, в которой не должен быть пожар, и должен быть пожар на космоснимках прошлых дат, и сравниваю их тепловое излучение на разных инфракрасных волнах. Все также я выявил человеческий фактор, это расстояние от населенных пунктов, и тип леса лиственницы. Все это скомпонировал, я соединил в одну карту, и на более активных участках я сделал контур желтым цветом, чтобы показать мои пожароопасные территории, а на синих показаны пожары, которые произошли. То есть я угадал 2 пожара из 3. Особенность моего проекта то, что никто до этого еще не занимался предугадыванием пожаров с использованием современных технологий, космоснимков. Я же использую ГИС-технологии для предугадывания пожаров уже на более точных территориях. К участию допускаются проекты на основе научных исследований, экспериментов, конструкторских разработок и изобретений, представленные в виде моделей, макетов, натурных образцов, компьютерных программ и тому подобное. Они должны сопровождаться информационными и пояснительными материалами с указанием последовательности выполнения работ, анализом полученных результатов и рекомендацией области применения. У нас очень много ребят, очень много хороших проектов. Но вы сами понимаете, что игры это и вообще это мероприятие международное, рабочий язык там будет английский, поэтому мы отобрали эти 2 работы, потому что эти ребята, у них нет проблем с английским языком, они очень коммуникативные, они не скажу, что не закомплексованы, но у них просто нет таких комплексов, они не боятся аудитории, они очень хорошо выступают, поэтому мы из массы наших хороших работ мы отобрали именно эти 2 работы. Естественно, я ожидаю победы наших ребят, буду болеть за них и надеюсь, что их уровень, их подготовка, включая даже знание английского, потом будут на высоте. Тем более мы как раз отобрали тех ребят, которые имеют довольно-таки такой опыт представлять нашу республику и Россию на различных международных мероприятиях. И поэтому я думаю, что они очень хорошо покажут наш геоквантум, наш кванториум. Вот такие глобальные проекты наши ребята подготовили для участия в выставке Милсет. Ну что, до встречи на международных интеллектуальных играх!